좋아요 умоляю ванда. Эти заплести надо и самой собираться. Ой, ты были красивые. Чего ты, торопишься, что ли? Косичку заплети надо. Только аккуратно, у меня везде шрамы, ладно? Если не расчесываю, я боюсь даже сама свои волосы расчесывать. И ногтями аккуратно шею. У меня уши онемели и не чувствуют ничего, прикинь. Раньше я тебе заплетала косички. Я только одну косу и умела заплетать. Я боюсь лицо мыть. Не мой. Вот я и не мою его уже несколько дней. Шея тут порез, бляха-муха. Как будто мне кто-то шею резал. Ой, спасибо, зайчонок. Спасибо, малышка моя. Мои уши. Мать. Мимики хреново, друзья мои. Посмотрите, какое каменное лицо. Представляете, меня вот с таким каменным лицом, без мимики. Я не представляю. Я привыкла вот так. Каждая мышца у меня на лице работала. А ведь некоторые женщины специально не улыбаются, специально мимику контролируют, чтобы всегда лицо выглядело моложаво. Представляете? Потому что вот они знают, что из-за мимики очень много морщин. Так что если не хотите морщины, контролируйте свою мимику. Работайте только вот так вот своим ртом, вот так. И мимики у вас не будет, а если не будет мимики, не будет морщин. Все взаимосвязано, бляха-муха. Бляха-муха, лицо такое грязное, посмотрите. Офигеть! Офигеть! Лицо грязное. Вот так трогаешь, да онемело, как будто бы лицо. Я готова к новому дню. К новому гуманоидному дню. Ну не, у меня лицо, кстати, очень даже хорошенькое. Не сказала бы я, что я гуманоид. Очень даже у меня красивое лицо. Самое главное, вот тут, бляха-муха, не висят вот эти брылья, которые вот у меня какая-то у бульдога обвисшая была. Вот прикиньте, а сейчас их нету. Они же вот так прям висели. Я даже когда вот так их трогала, да, они прям обратно не возвращались. Я вот так тянула их, и они даже возвращаться обратно не хотели. Эластичность кожи, потому что у меня закончилась. А сейчас их нету. Бляха-муха, красиво, да. Машину грузит в Владивостоке. Машину грузит в Владивостоке? И автобус, да. Прямо сейчас. И что? Ну, дороже на 50 тысяч. Дороже на 50 тысяч? Ага. Почему? Ну, цены подняли на автовозы. Если, говорит, ждать, ну, в 230, но, говорит, надо ждать там, может, неделю, 2-3. Ну ладно, Индагар, куда деваться? Ну, вот этими, добро этими, 250. Офигеть. А почему Вот, выросли? Из-за из-за того, что не топлива выросло? Топливо выросло, и цены, значит, спрос большой. Что, все на Новый год решили своим женам подарить автомобиль? М, Ты на Новый год мне даришь автомобиль? Да. Ой, деловая колбаса, бляха-муха. Азаля, ты знаешь, что папа дарит на Новый год мне автомобиль? Какой ему автомобиль дарит? Мне пока не Секрет. Это Да. вообще очень супер-пупер новость. Вот так у меня будет машина новая. Алла верха. Очень прикольненькая маленькая машинка. Део Матис 2025 года. И рассказала мне уже. Интересно, Део Матис 25 года бывает, нет? Альберт, а Матизы сейчас выпускают, нет? Нет? Почему? Не знаю, давно не выпускали. Блин, а мне нравится Матис. А вот этот маленький Матис я рассказывать не буду, никому не отдам, потому что этот Матис мне Ой. очень нравится, и он уже Азалькин. Азалька Алла-Берха поедет, пойдет учиться на права летом, Алла-Берха, и будет ездить уже стажироваться, учиться на Матизике. Тебе не нравится? В смысле, а что ты хотела? Мерседес, что ли, у него большой был? Нет, ну ты же спрашиваешь, мне нравится или нет. Я 45-то, блин. Первая машина у меня Матис, блин, 45 лет. А то и ну ладно, что ты не, этот права не А получала. вот знаешь что, права-то у меня 6 лет назад получены, Азалия. Ну я знаю, но ты же не каталась. Ну, вот кто виноват? Я виновата, потому что я доверилась твоему папе и думала, он купит, я потом буду ездить. Все ждала и ждала, ждала и ждала. И в один момент, спустя 6 лет, я психанула и сама себе купила. Матис. Вот надо было давно это сделать. Зачем ждать? Вот теперь я дала себе слово, что я больше ничего ждать не буду. Если мне что-то надо, я, значит, делаю и все нафиг. Короче, скоро Новый год, друзья. Мы уже ищем домик, чтобы снять на Новый год. И как раз таки вот где у нас участки есть, у нас же есть участки в Завидово Вилледж, где мы собираемся строить Афрейм на сдачу. И вот там, оказывается, сдают домик прямо возле леса. Сейчас, короче, с Ларисой поедем, посмотрим этот домик, потому что этот Новый год я хочу встретить в каком-нибудь другом месте. Каждый
каждый год одно и то же. Каждый год встречаем Новый год у нас дома. Всегда. Мне это надоело нахер. Участки продавали по 350 тысяч. И сейчас тоже продают по 350 тысяч до Нового года. У них вот эта акция действует. 350 тысяч стоит всего лишь участок. 6 соток. Представляете? Здесь, кстати, даже Анвар Нургалиев купил участок. И вот люди построили афреймы и сдают здесь большим компаниям проводить всякие юбилеи, дни рождения, всякие тусовки. Так вот, сейчас мы идем на наш участок. Вот, кстати, дорога у нас уже есть. Столбы поставили. В прошлый раз столбов не было, а сейчас уже все поставили. Свет провели. Лаши, от Уфы до вот этого Завидово Вилледж всего минут 30-40 езды. Здесь мы собираемся строить весной. Территория Завидово Вилледж на самом деле очень большая, Достар. А вот здесь вот сосредоточены дома, где люди живут, а не сдают. Вот смотрите, здесь вот, вот такой вот островок. Вот здесь люди уже живут. Вот они понастроили дома здесь. А вот эти вот дома тоже на сдачу. Кстати, смотрите, вот в гостях у хана что-то написали. Тоже под сдачу. Я же говорю, здесь под сдачу очень много построили. Такое ощущение, что вот этот поселок закупили участки только под сдачу. Потому что это вообще на самом деле, говорю же, очень шикарное место. Здесь осталось всего 4 участка. По 350 продают. И рассрочка у них есть, прикиньте. До Нового года только действует. Это я, Миляуша. Вот этот черный афрейм почем сдают на Новый год? 80 на Новый год, да? А там сколько человек вмещается? 10 где-то. Будьте на связи, я сейчас зайду, посмотрю, перезвоню вам, ладно? Друзья, сейчас я покажу один афрейм. Обалдеть, прикольный афрейм, Прикольно, смотрите, терраса, печка какая-то, или это чан. Туда спуск есть в лес, что ли. Там пруд или речка. Офигеть, прикольное место, Обзор на этот афрейм. Вот такой вот коридорчик. О, так тепло. Ванная комната. Потом здесь дальше коридорчик. Здесь у нас еще одна спаленка. Вот такая вот большая, кстати. Спальня очень даже уютная. И сразу же сюда заходим. Этот... Как там? Зал. Ох, лестница вообще прикольно сделали. Очень уютный домик. Здесь вот зона кухни. Холодильник есть, стиральная машина есть. Микроволновка есть, чайник есть, плита есть, духовка есть. Посуда есть, да, кастрюля, шампура есть. Бокал. О, все есть. Комплект. Выход на террасу. Сейчас я вам покажу. Здесь даже, прикиньте, галоши приготовили людям. Огромная терраса. Обалдеть! Здесь есть стол, кресло. Здесь вон тоже холодильник еще какой-то стоит. И вот, смотрите, какая огромная беседка. Офигеть! Там какие-то качели даже стоят. Ну, блин, место крутое. Смотри, какая большая сауна. Офигеть, они красиво сделали. Из сауны прямо есть выход. На террасу, на чан, блин, они круто, конечно, сделали, а мы тормоза, блин, что-то наш проект, я ваша Шмидтова не очень. Вот это видео надо сохранить, надо это показать, пускай такой же и делает здесь. Обалдеть, смотрите, блин, они молодцы, круто сделали. И вот это вот чан. На второй этаж поднимемся. Блин, классно, конечно. Блин, надо этот дом снять. На втором этаже очень много комнат. Смотрите, так, здесь одна спальня с балконом. Прикиньте, имеется свой туалет. Вот, все есть. И здесь еще одна огромная спальня. Матрасы, конечно, не такие качественные, как у нас во фрейме, но нормально. Блин. Хороший дом. Блин, очень классный вообще афрейм, друзья. Я хочу вот этот афрейм на Новый год забронировать. Кто хочет заняться таким бизнесом, лучше, конечно, брать вот участки здесь и строить, потому что это очень крутое, тихое, шикардосное место. Тем более, говорю уже, хадр төсирилиман дурт участок на труп калган. Кеше был урынды просто куп билмейдер. Тут дом же еще, сауна. Сауна. Никуда ходить не надо. И место же хорошее, вообще крутое. Айтем бит бында участоктар өсүрүлүмөн дурт участок калган катала. Вот, пожалуйста, сейчас. Ты не хочешь участок купить, Лариса? Хочу. Вот сен Карайдилде төлөгөнсү. Кстати, Лариса тоже хочет строить домик афрейм для сдачи, но она хочет в Карайдельском районе строить. Мен айтам, нафиг мне Карайдельский район? Контролировать тяжело будет. Мына карабында путь түбүндө гана.
Итак, дорогие друзья, я снова в своей любимой кухне. Мы сегодня будем готовить что-нибудь из картошки. Я вот уже начала чистить, пока сама не знаю что, но я фарш вытащила, наверное, в духовке что-нибудь приготовлю. Я вот тоже с утра, смотрите, замесила коймак, дрожжевое, смесь для блинчиков. Я его до конца не сделала, потому что у меня не было муки. Я сейчас забежала в магазин, муку купила, сейчас поставлю, духовку нагрела, духовку поставлю, он махом поднимется вообще. Это лайфхак. Как будто это лайфхак никто не знает. Ну а вдруг кто-то не знает? Между прочим, я многие вещи не знала, когда замуж вышла. Я не знала, что гречку надо мыть. И что надо рис мыть. Может, такие женщины меня смотрят, которые тоже не знают, что надо, чтобы тесто быстро поднялось, можно в духовку поставить. Ну, не нагретую уж, конечно, но теплую. Кто не в курсе, дорогие друзья, я до сих пор получаю сообщения, где спрашивают меня, как вы так похудели, поделитесь секретом. Вы почему мои сторисы не смотрите? Вот не смотрите мои сторисы, поэтому и не знаете, почему я похудела. Я похудела, потому что я сделала резекцию желудка в городе Махачкале за 175 тысяч. Ай, вру, за 157 тысяч операция. Самая дешевая операция по удалению желудка, как называется, ну, резекция желудка самая дешевая, стоила в Махачкале. Поэтому я туда и поехала. Тоже часто спрашивают, почему в Махачкале? Да потому что там дешево. И когда многие говорят, ты чего поехала в Махачкалу, дурак что ли? Получше клинику не могла найти. Я вам, знаете, что скажу? Там такое хорошее обслуживание, да? Я прямо даже удивилась. Очень хороший коллектив там работает. Очень хорошие медсестры. Очень хороший врач мне попался. Гамид Абдулмеджидович. Он меня как вел с самого начала, так и до конца. Он до сих пор меня ведет. И до сих пор, когда я ему пишу, он отвечает. Знаете, что я еще заметила? Говорят некоторые даже врачи, хирурги, клиники, которые мне потом писали, а что вы у нас не сделали резекцию желудка? Они даже пишут, типа, а что вы в Махачкале сделали? Там же не очень. Опасно в таких местах операцию делать. Я бы не рекомендовала. Вот так пишут даже сами хирурги, коллеги, про своих коллег, представляете? Это ужасно. Мне вот эта ситуация была неприятна, когда я услышала, что вот коллеги друг друга срут. Это было очень неприятно, честно. Я вам так скажу, очень все нормально там было. Все чисто, аккуратно, палаты чистые. У нас в палате 3 человека лежали, да, и все вот эти 3 человека были под присмотром. Даже чулки нам сами медсестры одевали. И круглые сутки возле нас дежурили. Прикиньте, операцию делают и сразу же на следующий день тебя шаг по задницу и отправляют домой. Ну, это не так уж я уж пошутила, но на следующий день вы можете уже выписаться. A few moments later. Конечно, после операции у меня депрессняк даже был, я словила депрессняк, потому что я не могла есть, а еда мне приносила очень колоссальное удовольствие. Я от еды получала удовольствие, и потом, когда я перестала принимать пищу, у меня пошла депрессия, друзья, прикиньте. Я долгое время не могла свыкнуться с тем, что я не могу есть. Представляете? На жесткой диете придется, конечно, 2 месяца сидеть. Из-за того, что я 2 месяца сидела на жесткой диете, и 2 месяца нельзя было пить спиртное, да, я даже бросила пить спиртное. Представляете? Это очень огромный плюс для меня, потому что у меня очень дурной характер. Когда я нажрусь, я могу драться. Я уже много раз об этом говорила. Я дерусь, ругаюсь, я как мужик себя веду. После резекции желудка вся кожа обвисает. Ну ты прикиньте, вы раздутый шарик, надутый раздутый шарик, 105 килограмм. И прикиньте, вы за полгода скидываете 40-50 килограмм. Резко. Вся кожа обвисает, все обвисает. И на лице обвисло, на руке, на животе, на ногах, везде обвисла у меня кожа. Поэтому же я занялась интенсивным спортом.
Видите на руках? Вот. Видали? Вот. Вот так у меня кожа обвисла. И это такое же состояние здесь на ногах, на животе. Груди — это вообще капец полный. Груди 2 обвисших носка. Пустых 2 обвисших носка. Самые плачевные тут груди. Это ужасно. Сплющенные. Там от слова грудей буква Г даже не осталось. Из-за этого мне пришлось сделать пластику лица, потому что меня как начали хейтить. Только хейта прилетало в директ. Это ужасно. И на всех 4 площадках, и в YouTube, и ВКонтакте, и в Телеграме, и в Инстаграме, везде мне писали, что я страшная, что я постарела. Я уже сама начала приглядываться в свое лицо и такая думаю, нет, невозможно смотреть на это лицо. Думаю, надо идти на пластику. Дорогие друзья, Илюша, сколько нам лет? 45. 45. Сколько килограмм похудели? 45. 45. Как красиво. 45, похудел 45. За год, за 2? Нет, за 7 месяцев. За 7 месяцев. Ну, смотрите, что я только расслабляем лицо. Угу. То есть, вот это движение. То есть, вот этот жир должен был быть здесь. Поэтому наша задача сделать вот такое и вот такое движение. Плюс блефаропластика была уже выполнена, поэтому мы немного приоткроем глаза за счет эндоскопической подтяжки. И потом, спустя время, посмотрим на глазки. Потому что одномоментно не стоит после такого похудания слишком много делать операций. Нужно, чтобы устаканилось. Хрен с ним. Дорого, но зато это надолго. И пошла. Конечно, мне многие писали ботокс, мотокс, но ботоксом, девчонки, вы так лицо не подтянете. Вы морщинки чуть-чуть уберете, да, но вот эту нижнюю часть, которая вот так вот поплыла вниз и вот так обвисла, ни один ботокс вам не подтянет. Как теперь вот это отлепить от решетки, мне интересно. Алиса, Нифига не включи получится. песню Run. Блин, он капец озаря прилип. Мы это даже отлепить не сможем, представляешь? Вот это. Я его в горячем виде поставил, он прилип. Да, когда он расстал и не Да. запустился в это. Но я думаю, это было логично, мам, ты почему-то не подумала об этом. Я чувствую себя в каске. Представляете? Вот у меня ощущение, что у меня на голове каска. Короче, здесь картошка, лук, фарш, чеснок, подсолнечное масло, черный перец. И вот это все сейчас прямо перемешаю. Пока мои сковородки нагреваются, я сейчас быстренько вот это все смесь посолю. А, у нас еще сюда помидорчики пойдут. И потом еще этот сыр сверху положим. Многие спрашивают, как я нахожу своих репетиторов. Да легко и просто, вообще на любом сайте для репетиторов. У меня много кто спрашивает, как найти там репетитор из Уфы, а зачем вам репетитор из Уфы? Ну, имеется в виду, онлайн заниматься, лично для меня намного удобнее, потому что ты можешь заниматься вообще из любого места. Я там на пляже лежу в Турции, там, не знаю, в Сочи лежу, или в Стамбуле, или я могу заниматься, потому что, мы можем заниматься онлайн, и для меня это удобнее. Есть вообще такие приложения, как Профи.ру, допустим, там любого мастера, не только репетитор, там специалисты, сантехники, вообще какие-то кого угодно можно найти там, в том числе и репетиторов. Вот своего репетитора по китайскому я как раз нашла на Профи.ру, ее зовут Анна Ириковна, у нее бабушка китаянка, у нее несколько высших образований, на китайском говорит на уровне носителей, у нее там HSK 9, все дела, она там в Китае училась, в Китае в школе была и так далее. Вот, поэтому, она очень классный репетитор, классно преподает, мне нравится, она все хорошая. Нет, как понять, что он хороший? Никак не понять, каждому подходит свой репетитор. Смотрите, не всегда, допустим, наличие высшего образования обеспечит вам хорошего специалиста. Или наоборот, там, многие люди, у которых нет высшего образования, там, тоже могут быть хорошими. То есть, это все индивидуально, надо смотреть на знания, да, надо попробовать созвониться, понять, есть ли там, позаниматься какой-то месяц, понять, есть ли вообще прогресс какой-то или нет. Вот, то есть я тоже вот занималась, допустим, с одним репетитором, поняла, что мне не подходит, начала заниматься с другим репетитором, в этом нет ничего страшного. Со временем некоторые вещи могут меняться, тем может уже, допустим, не подходить такой уровень, да, репетитор такого уровня, да, надо благодарить его за то, что он тебе дал какую-то базу, но при этом там идти на более высокий уровень с другим репетитором. Репетитор хороший, но к экзаменам не готовит, а нужно готовиться к экзамену, ты ищешь другого репетитора. Не обязательно искать одного репетитора на всю жизнь. Позанимался, не понравилось, нашел другого, да, там уже на более долгий период и так далее.
Вот. Если общий уровень повышается, то это вот, ну, вообще хорошо. Ну, по крайней мере, я так считаю. Вот. Какой ты молодец, так громко говоришь, вообще капец. Мне так нравится, как ты говоришь. Это просто красота. Прям музыка для моих ушей. Правда, ты очень красиво говоришь. Спасибо. Я почистила все. Мама всегда, когда что-то готовит, у нее просто на целую роту. Вообще очень-очень много она всегда готовит. По-другому она просто не умеет. Это баварская привычка, которая осталась. А потом мы это все выкидываем. В чем как говоришь? Когда мы выкидывали? Чем мы выкидывали? Нифига себе. Когда? Не надо. Мы все скармливаем гостям. Все старое еду. Сами едим свежее, а гостям старое. Что не доедаем? Если мы что-то не доедаем, мы зовем гостей. Тарелки возьми, сама знаешь где. Там бокалы? Офигеть, ты уже забыла, где у нас тарелки лежат? Да. Быстро ты забыла. Все хорошее, да? Все хорошее. Вот все хорошее, друзья, быстро забывается. Все это забыла. А обиды только вспоминать, наверное. Да? Нет, да? Зато я вспоминала. На следующей неделе, говорят, у нас снимает дом 6 девчонок. Девочки, кто снимает дом, если видите мои сторисы, знаете, Альберт лично придет, затопит вам чан, затопит вам баню. И будет даже с вами в бане спинки мыть. Че, не хочешь, что ли, спинки мыть? Не умеешь спинки мыть? Умеет, он умеет, девчонки. Ждите моего мужа, специально отправлю. Я его бонусом буду включать. Кто снимает домик на 2 дня, бонусом идет Альберт. Он будет мыть ваши спинки. Сыр потом уже, когда до полуготовности дойдет, положим сыр. Как будто это никто не знает, кому это надо, зачем я это учу. Поэтому потом мне это делать замечание, как будто мы это не умеем готовить. Какого черта ты нам рассказываешь? Я не умею готовить, я потом смотрю. А вот для тебя. Поняла, да? Сыр потом положим. Когда Я вот здесь это. до 10 минут до готовности останется, когда? Mana bir futbolka giyen dedi. Sen bütün sırtlar şu futbolka mı? Не, вызвала меня телефон. Öyle zıra giyemezsin. Нет. Твой? Kimle bakmıyor tekrar? Нет. Хитрик. Я не хочу магазин. Он же говорит, как сам. Просто. Пахнет блядь, еще. Мне никогда не пахнет. Но это же нечестно. Конечно, нечестно. Прикинь, я тоже поеду в Китай и буду выигрывать чемпионат по башкирскому языку. Киян и Брюссель говорит, опять у нее этот живот болит, спать хочет. Нет, Сразу же. нет, температура. Температура. И причем температура именно бегом вошла. Доминкisi Azalyan'ı Olimpiyadan barıp aldım dünde. Kutusu. Я же первый снег же это мой. Azalya туңған, машина туңған, мен туңғаным, өсөдө туңып қайттық шан. Йылын алмай машина. Ни хрена не греется. Ондай йылы воздухтан хук воздух ура. Свекровки везем фотопортрет. Такие молодые, вообще капец. Они тогда женаты были, интересно, а? Не женаты какая-нибудь. Слушай, а что не женаты, нельзя фотографировать? В то время не женаты, никто же не фотографирует. Женаты не фотографируют. Такая красивая фотография, если бы вы видели. Эту фотографию Аделина мне показала. Они там такие молодые, такие счастливые.
Здорово. Привет. Как я выгляжу? Айгуль үйрентілмін онда. Айгуль деген дейді. Айгуль, сама ты чукча. Монгол. Монголия. Натянули, видишь, как красиво. Молодец. Молодец ты. Ну что, Рень? А? Вот это Куда? В баню? А не качать-то. А что делать? Ну, у шланги нет, что ли? А? Старинный способ. А? Старинный способ с ним. Батас, они я тыгле акмаймы шланганан. А не было качать-то. Мутно идет, когда я шла этими. Эй, нифига себе. Строительлерінде бұлардың даже шлангалары yok. Вот есть. Когда мутно идет шланг. Че, войну успеем поснимать с тобой, нет? Не. Давай снимем хотя бы два. Ладно? Сейчас в чем? С чем? Почем? В смысле? С чем? Какие? Не знаю еще, сейчас посмотрим, какие. Сейсел аламда. Это сейсел. Джип кулял. Прикольно? Ну это на место встанет, или просто натянули как колготки, блин, маленького размера. О, вот это я вообще. Ана Нуриманға барсам айталар, милашудың білән сені де ябықтырар мені дейлер. Несеге лапаштанығы? Бүтелер ябыққасын дейлер. Нүк яуққанығы? 7 кило. 7 кило, нифига себе. Вообще көпті. Рахат болып қалды ма? Рахаттан башап білмейсің. Ай, рахаттан башап болмайсың. Қиын өтсін. Бір нәме кейтеге. Жит кира башара құшалар. Мама, короче, ташын алдырды. Ташын той, неме кен? Ташынде желісі пузырына. Желчный пузырьды алдырған. Кстати, вот когда я ходила на операцию, неге, резекция желудка, там бонусом девчонки убирали это желчный пузырь. Прикиньте, бесплатно. У кого был там желчный пузырь проблема, они прям говорили, вам надо удалить, давайте удалим, говорит, бесплатно. И удаляли, представляете? Обзор на кустянец, чтобы вы потом не говорили, что кустянец неше бушкулман қайнай деген етіп. Сөйтіп теңкені құрталар бақын. Бушкулман деген бір кустянец алмаған. Бушкулда келгенде өкінді. Ну, мына күнде түсіріп бұлмай өтінде, алаш айтып айталар. Әдгене бітмінді. Обзор на кустянец. Еще бір кәрістен қарап алдым. Қатар тәмді қайнаның ошы кәрістері. Мам, рецепті айты керек. Нияқ olur. Қайда? Интернетта. Ну, тільки да, өйдіп беріп, отағар, борайдар. Вообще очень вкусно получается. Прямо, біләхдіңмі, бірімен даже бутаматқа можно. Просто в салатницу ложите и кушаете, и очень вкусно получается. Қайнатасында уксус, чеснок, тұт балағында, Ага. балағында қоясың үстіне бүлдірікті. Кәвестені просто заливать-тан да и все. Несек еще бірді? Қайнаған суға тұт, песок, чеснок, песок, демеки, үйреніп күшті қойшыш. Уксус. Уксус керек обязательно. Шам? Шон дуртазикка нетем бетінде башта. Солам да адак нетеп бутайында батырып қоям нені, чтоб дейді рассольында тұрала. Ага. Шунан 2 сағаттан банкаға тутырам да қоям. И все. И холодильник-то хранить. Рассольник бар ашам мен? Менің шайым рассольник. Тәнне. Апа не сәйді. 2 сағат болады. Қайықты? Балықта. Санаторияға мына хәйбәт болар не һеҙгә, мам? Реабилитация. Yok. Үйде де реабилитация. Әйе. Bir nәмә эшләмәйем мин. Потом bir nәмә дә эшләтмәйм. Әсәйгә иптәш булыр не дикәдеп кенә. Олықтан рассольник бар. Тозлы кыяр бетәңез. Прям ашашан кигән. Бәле, картина килдек бит. Инде. Әйдә төшерәм. Хәзер мына. Ул сюрприз, мам. Хәзер бер фотография матур. Нык һеҙҙең йәш саҡтағы фотографияны таптыҡ та. Аделина миңә күрһәтте ул фотоны. Һәм мен әйтәм, әйҙә, мамаға эштәйгә әле тиник тә, шуны эштәттерҙек. Давай, Альберт, ас әле. Эх, папа юҡ, папама икәүләп ҡараһалар ине. Папа балыҡҡа киткән, представляете ме? Папа үҙе яңыраҡ бында ауырып ятҡан, күпме ҡанын юғалтып. Короче, прикиньте, тешен һурҙырған да, evet. И представляете, ныҡ күп ҡанын потерял. Скорыйман Уфаға киткәндәр шан. Ана. Батыр мин yaşamağım бит. Нишек? Һеҙҙең йәш саҡтағы фотоғыҙҙы алып эштәттерҙек. Ой, быйыҡ ҡына ҡарты ҡайым сибәрмәйҙе. Һеҙ үҙегеҙҙе
Karagın ninde siber hege mam. Tekzerege mi yakılıp düşke bilen. Jini yıl ortunda tekzerege yürüdü bilen. Oy mam vaşa oşa fotonu gördün de mi vaşa aptıranım. Kara birek matır bulgamı dinle koy yapam ederin yaşakta birek matırıyım. Ay. Bu beden tuy gününü düşkün fotoğraf. Эйтем бит әлбәттәләр еще не поженились. Tuy gününü bu. Әйме. Rezil apalarga hoş kalganlar. Rezil apalardan sıkkız. Как раз фотографияға түштік қошан. Офигеть. Біз дөрет эшләткәнбез икән ата. Туй көне. Карагыз. 50 yıllıkқа как раз. Ой Алла. Қалай матур. Енді матур, ә? Вообще матур evet мам. Вот матур сақлар bulған екен, ә? Нәрдә матур. Химка эшләтеп алган хәзер. Кайнанам гомер буе химка башымда. Вообще матур фото evet. Матур итеп эшләгәннәр аны. Мына ошайтып тегән неймен рисовать иткәннәр. Өстенән теге фотопортретым. Бұл картина ма инде? Папа нинди матур ясаганда булган, evet. Бигрәк сибәр. Шуға 7 ел артынан йөргән һездерән һез. Подружкам тартып алады дейін, Кем ул? Айтмайм сен. Я пара. Я карарты. Карагыз әле. Кайнымды хәтерле тартып алырга. Подружкалары. Бірден тартып алдылар бит инде. Айма. Я бір теге яшақта йөргән. Тоже подружка алды. Нифига себе, вот подружкалар коварныйдар. Мен кинодағы сымау, действительно. Ай, ярамай подружкаларды якын ибәргә. Мам, уак картошка бармы ушундай? Горох кымак. А кайда ул? Ашатып еттік малларға. В смысле, уже бетердегез? Бетес. У күбинләһәм. Анда малда күп битти. Блин. Гараждан бер кайда калмаган ушундай уак картошка. А семенага? Семена будет, вак семена қоймеймін. Нормально қоямын. Блин. Шу кайдар уак картошка коюн, мен хотела картошка мундири бүгүн бешерерге. И мына ушундай картошка. Уже малга ашатып та беттиргендер. Кара эле Альберт, может бардыр анда? Малға барсам, арбада мал енді. Еліп шыматам. Все-таки посмотри. Ревизию сделай, базда, Альберт. А? Ревизию сделай, базда. Может, уак картошка бардыр. Уақ картошкаларын мал үйіне қойған еді. Малға ашатырған. Ал кайда? Біткендер бар, сізден сұрайлы. Ярай, хара, Альфердан. Блин, кара, эйлген башым элбеш. Уак кына картошка, Альфердан сұрайтыны. Йокму? Бүтті? Шу кадарым көбейін, вис ашатып өтірді малға. Это мал купил вас, ашатаң. Нифига себе, бұнда отын еган халай. Обалдеть, бұнда көп отын. Қара, офигеть. Кені шу кадарым отын еган. Біздің олай отын жоқ. Откуда у вас такие запасы? Ай, қайда мен неге қарайым тегем тәлі? Мама айтайын, вагонкаман апшывать деп қойдың тей, мұнсаны. Ай, қарайым әлі. Нифига себе! Қалай мотор, Альфер? Офигеть, бұл яңа мұнса болғанда. Ай, мотор, ай. Үп, яңа мұнса болған. Вообще, вот такие стены, между прочим, были, прикиньте. Альфер бес апшывать деп қойған. И өр яңа мұнса болғанда болған. Вот это да. Мотор. Эй, молодецсың да енді, Альфер. Айгүл, какой ремонтыңды көрсет? Офигеть. Смотрите, какой ремонт сделала моя келіндашка. Альфер сделал. Альфер сделал. Ну, я касание не имеешь, что ли? Рядом бегала. Мотор. Весь вагонканы алып ташлағандар да. Мунсаға қаққандар да теге вагонканы. Нет, ты че? А, нет, что ли? Я думала, мунсаға қаққан. Вагонка осталась, на вагонку наклеили. Не наклеили, гипсокартон. Чем вам вагонка не нравится? Красиво же. Она уже почернела. О, так светло стало, да? Вообще красиво так стало, Айгуль. Розалина, дай меня вот эту толстовку свою зеленую. Чего она старая уже тебе? Я тебе новую куплю. Марат Яруллиндың нейін куплю. Толстовка. А? Чего? Обмен. Тебе нафиг эта старая толстовка, которую 2 года носишь, грязную всю? Что она грязная, это нормальная она. Где? Сама только что сказала, в пятнах грязная тень. Нет, я не это сказала, с другую не в Ты пятнах сказала, она. это 2 года носит тень. Ну, имею в виду не грязная, это нет. Мне я Марат Яруллиндың нейін подарю. Иди выбери. Закажи, я оплачу. Я долго не буду просить. Давай меняйся, даже не думай. Был сразу же, давай меняйся ты. Давай, снимай. Сама постираю, ладно.
Это білген, что Розалина фанатка Марата Яруллина. Марат Яруллиндің толстовканы подартенте махом, өдінің 2 жылға өрген толстовканы сисі барғатты. Надо, что еще у вас есть зеленое такое красивое? Зеленый цвет люблю. Я тоже люблю зеленые яркие цвета. Я когда вижу у кого-нибудь яркие толстовки, яркие вещи, я сразу начинаю выпрашивать. Спасибо, Розалина. С Айгулькой будем снимать вайн. Давай, нашла, нет? Вот вы все обнаглевшие морды. Почему вы всегда мои идеи снимаем? Почему вы сами не готовите идеи? Не Ты мыкай. же блогер. А ты не блогер, ма? Хильке? Я же так много не снимаю. Нифига себе. Я суть просто запомнила. а это- Ну расскажи тогда. Сейчас, подожди. Вот все приходят ко мне, да, и говорят, давай снимем вайн. Я говорю, Я у к вас... тебе еще так не приходила. Ну ладно, ты да. А вот все приходят ко мне, да, и говорят, давай снимем вайн. Я такая, давай, пожалуйста, давай снимем. Идеи какие у тебя? Идей нету. В смысле, а зачем пришли? Ну у тебя же, говорит, много идей. Вот прикинь, всегда приходят ко мне, и чтобы я должна придумать еще что-то, чтобы с ними снять вайн. Это обидно, между прочим. Какого черта? Вообще не приходите ко мне, если у вас идей своих никаких нету. Понятно? А то эдергегна килялер. Кто не в курсе, Айгулька у нас тоже ведет блог. Начала буквально недавно. Тоже снимает вайны прикольные. Переходите к ней на страницу, смотрите. А ты сторисы снимаешь, нет? Вот. А почему не снимаешь сторисы? Иногда снимаю. Когда? Я не снимаю, давно не снимала уже. Не говори сторисы на руками. Надо начинать. Начинать надо же. Эй, да Нет, прям сильно не Киян открой, Хайм чуть-чуть начинать ты. Начинаю, Виля врет. Так, хадер меня кыскарам Айгуль. И хин повернись на ту сторону, ладно? Ты якка, и кулаңды ушылай қой. Борыл да кулаңды. А, дейін, яма? А, дейін да. Бегу, дейін. Давай, кидаешь да и услышала. Ты же должна кричать. Айгуль! И югер бесендікті урап ты якка. Откуда звук был? Неме, уже қалың бітті бі, Дұшылдаған бұл, қарағын әлі. Ой, Алла. Уже қалі бітті. Ты же на беговой дорожке же ходишь вроде. Нет, Ай, на на тренажерке. Марафон пробежала? Ах ты! килограмм скинула. Килограмм скинула. Тебе идет эта шапка, Айгуль. Подаришь. Нет, это моя любимая. Ошындағына тұрағын, иначе ин қаймайсың. Забегаешь, что случилось? Это подайка, и твой взгляд. И так не хотя берешь, та инденіп, итәңе хүртәңді кедеріп қоясың да бысақты. Мен, а нож деймін. Ножты халағың башы шап етіп халағың да, инденіп ножты хал, ема? Ножты инденіп халағың да, и әйденәхің. Когда әйденәхің, уже стой тут. Можешь, ладно, вот так показать и пойти, а потом еще пересниму тебя. Давай посмотрим твой вес. Нифига себе ты. Мына киверген халат. Вот это Айгуль постоянно меня или какая-то тұрғайны. Я тебе Худеть никогда не надо. говорила. Растолстела, титырғайны меня. Говорила. Такая фотография. И мама астына отырып алған. Мама қарағыда әлі бұнда. Оқшаған еді. Мен өлем түшіріп алған. И мына онда папаны отырып. Мама уже түшіріп те алған. Эй, яш сақта, вообще матыр бар мама. Считай, 42 ел тому назад. 42 жыл тому назад. 42 ел тому назад. Прикиньте, 42 жыл тому назад. Январдан бия 49 ел була. Ане, Альберт қанша шеңеше? 48 бұлар. 48 яшымызға 49 ел була. Bir yılda ona Albert'in видишь mi tertipli. Bir yılda Тәртіплі. Қайна тәртіплі болған. Аның артынан 7 жыл папа өрген. Представляете? Любовь какая была. Айгуль, на, поднимай. Блин, тяжелый. Мне вообще нельзя тяжело поднимать. Младшую Киринку нашла. А что, ты не младшая, что ли? Мальчика нашла. Ты же младшая Хеленка, не баша. Evet, мам, он младший деньги. Она, значит, что Никак младший. А? Никак младший. По никаку младшая, а так-то. Экиет! Нифига подобного. По никаху ханамайдар. Тогда Зульфина младший. Никах бойынша ханахан вообще Зульфина старший. Бізден, екеуден де келіп сыға. А это неправильно, я считаю. Никак бойынша ханамайдар. Так что таскай мою этот. Все, в любом случае старшая. Айгүлге младшая Хеленка. Ай, Алла. Оға кел ауылдың бүтін іштері елеге. Нет, это серьезно так на самом деле. Вся работа в деревне Айгүлге елеге. Я, короче, снимала вайны с Айгулькой и так разоралась, раскричалась, что у меня теперь вот тут все болит, прикиньте. А мне нельзя же вообще мимикой работать, сказали. Хотя бы 2 недели сказали этот спокойный режим. Надеюсь, у меня шов не разошелся, когда я орала. Вот я прям, когда орала, тогда почувствовала, что у меня аж вот тут прям что-то там такое. Вы прикинь, если шов разошелся. Там эластичный бинт не даст. Ага, как не даст. Вот прикиньте, если у вас постоянно
целые сутки эластичным бинтом уши прижаты. Знаете, как уши болят? Это вообще капец просто. Голова не имеет. Даже голову не чувствуешь. Вот так трогаешь, да, как будто вообще не живая. Тыква как будто, а не голова какая-то.